В нашей Верхневилюйской детской школе искусств начал работу лагерь дневного пребывания по творческому направлению. В лагере всего работает 14 воспитателей, 2 медицинских работника, и их всех направляет один старший воспитатель. В нашем лагере всего посещают 300 учащихся, и все занимаются, отдыхают в подотрядах. В одном подотряде по 20-21 учащихся в возрасте от 8-9 лет до 15 лет. Питание учащихся двухразовое. Обед и полдник организован по аутсорсингу. Кафе «Алгыс», индивидуальный предприниматель Сартолова Светлана Светлановна, где повара готовят вкусные обеды и полдник. В обед они обедают первое, второе, и там хлеб, мучное изделие и морс, чай. И на полдник тоже мучное, и каждый день они получают фрукты и соки. Наш лагерь открыт 5 июня и продолжится до 25 июня. В это время воспитанники лагеря будут заниматься по творческим направлениям, такие как пение, танцы, будут заниматься в детском оркестре, музыкальном направлении. После настройки крымпы инструмента начинаем играть. Без настройки никак не играет мелодия песни. И мальчики начинают настраивать свои инструменты и начнут играть народную песню «Каликачань» или «Мегалячань». У нас солист Евсеев Игорь, он не начнет. После вступления Игоря мальчики начнут тоже играть вместе с Игорем. Они уже который год играют, Игорь? Второй, да? Ага. Занимался с ним Андрей Иванович Алексеев, преподаватель инструмента крымпа. Он с этого года, с учебного года учит ребят играть на крымпе.
В перерывах организуются веселые игры, викторины, выпуск стенгазет, показ кинофильмов и мультфильмов. И одним главным направлением воспитанников является участие на улусном цехе, посвященном Году семьи в Российской Федерации, Году детства в Республике и Году сплочения в Верхневилюйском улусе. Мы ходим уже 4-й год. Каждый год занимаемся, танцуем и готовимся. Преподаватель Иванова Сардан Ивановна. У нас были роли эрке-джерке, гимнастический номер и танец с голубями. В этом году мы будем танцевать в эрке-джерке, танец журавлей, танцуем среди волн, танец рыбок. Мне очень нравится лагерь. Мы знакомимся с многими ребятами, сдруживаемся и многое другое. У меня благодаря лагерю появились новые друзья. Я планирую дальше ходить в лагерь до 11 класса. Режим у нас такой: с 10 утра до 12 мы занимаемся, после этого мы обедаем, после мы отдыхаем. Где-то к двум мы занимаемся, после заканчиваем в 5 вечера. Мне нравится репетировать классический, танец журавлей, спортивный. Одежда у нас всегда интересные, яркие, креативные. Одежду нам шьют с помощью родителей и школы. Мы уже привыкли, потому что мы каждый год занимаемся танцами. Занимаемся мы недолго, не устаем. Мы отдыхаем после каждого танца по 5 минут или по 10. Но в остальном все отлично. Мне нравится больше всего репетировать классический и народный танец. Наш преподаватель очень хорошо нас учит в этом, классический и народный. Мы каждый год там учим новые танцы, национальные танцы, спортивные и художественные танцы. Более сложный классический, но терпимо. Мы с Намцев едем по графику сюда, чтобы репетировать с другими детьми, а так мы в нами сами тренируемся со своим преподавателем.
дети разных возрастов, начиная от детского сада до 11 класса. Будут танцевать они у нас танец рыбок, сирсемяга и танец стерхов. Ну, по крайней мере, сейчас можно сказать, что это все нормально. Ничего сложного пока что нету. Погода хорошая, условия есть, воду детям предоставляют. Если у нас сухой паёк в питании, тогда дети занимаются максимум 3 часа. А если у нас горячее питание, до 5-6 часов могут спокойно заниматься. Уже 8-й год у меня получается. 8 лет уже работаю в лагере, в нашем летнем эстетическом лагере Саскалан. Сразу повторяют за нами, что мы делаем, что показываем, что они подхватывают сразу. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Ну, у нас лагерь как оздоровительный. Летний лагерь – это прежде всего оздоровительный лагерь. Вот поэтому у нас организуется обед и полник. Это все смотрится вот, и контролируется Роспотребнадзором Верхневилюйского ЛУСа. И вот после этого, при окончании лагеря, учащихся всех заново медицинские работники осматривают. Они оздоравливались они вот в этом лагере или нет, и сделает окончательные выводы сделает.